22 марта в 9 часов ночи в парламенте в нарушение наших законов, в том числе регламента Народного собрания, без оповещения и согласия спикера парламента, произошел опасный прецедент – попытка незаконного созыва внеочередного заседания сессии. На этом заседании было принято решение вернуть на рассмотрение во втором чтении поправки в закон об актах гражданского состояния, принятые подавляющим большинством депутатов парламента на сессии 21 марта. Так называемая внеочередная сессия была проведена под председательством заместителя спикера парламента Михаила Петровича Сангулия. В нарушении многих статей регламента Народного собрания парламента Абхазии, Республики Абхазия, в частности, статьи 16, пункт 1, спикер ведет заседание парламента. Пункт 2, спикер ведает внутренним распорядком работы парламента, что не было вообще взято во внимание. Статья 17. Заместители спикера парламента по поручению спикера парламента ведут заседание. Я никому ничего не поручал и не знал, что это будет проведено парламентское заседание. Статья 31, пункт 3. Депутатское объединение информирует спикера парламента о своих предложениях по вопросам повестки дня сессии. Я абсолютно ничего не знал. О сессии я узнал на второй день, так называемой сессии, уже по дороге в парламент. Статья 47, пункт 2. В случае необходимости по предложению президента Республики Абхазия или по требованию не менее 1/3 депутатов, представленному в письменной форме и удостоверенному их подписями, или по предложению спикера парламента может быть созвано внеочередное заседание парламента. Абсолютно ничего не было в этом плане, так что соблюдено. Статья 90 об условиях, необходимых для внесения законопроектов. Статья состоит из 6 пунктов. Ни один пункт не был соблюден. Примечательно также, что на депутатском собрании, названные его участником внеочередной сессии, не присутствовали не только спикер, но и председатель, его заместитель головного профильного комитета, то есть комитета, обсуждавшего и с положительным заключением вынесшего эти поправки на рассмотрение сессии парламента. Примечательно также, что на депутатском собрании не был приглашен ни автор поправок, он же спикер парламента. И, наконец, следует подчеркнуть, что не существует процедура и прецедента возвращения законопроекта, принятого в третьем окончательном чтении, на рассмотрение во втором чтении. Такое вообще трудно просто представить. Конечно же, решение этого кем-то спешно организованного депутатского собрания не может иметь юридической силы. Но сам факт – это довольно тревожный сигнал для всех, кому не безразлична судьба нашего народа и государства. Теперь о самих поправках в закон об актах гражданского состояния. Они были приняты в первом чтении 31 марта 2021 года. В течение года ни ко мне, как спикеру, ни в комитеты парламента не поступали в письменном виде какие-либо замечания и предложения, как со стороны депутатов, так и граждан, за исключением администрации президента, представившего ряд важных предложений. С учетом этих предложений и предложений самого автора в проект, принятый в первом чтении, был обсужден на Комитете по правовой политике. Были в проект внесены отдельные изменения, после чего поправки к закону об актах гражданского состояния были вынесены на рассмотрение сессии. Вместе с тем, после принятия проекта в первом чтении, депутаты, в том числе я, говорили с главным противником этих поправок, с Тимуром Надараевым, и находящийся под его влиянием председателя ветеранской организации АРВА Тимуром Гули, которого я очень уважаю и верю. Однако и после принятия поправок в окончательном чтении они остаются при своем мнении, выступая на
телевидении с каким-то старым вариантом поправок, утверждают, что эти поправки приведут наш народ к национальной катастрофе, грозятся организации протестного митинга. В этой связи считаю необходимым озвучить основную часть принятых поправок. Это поправка к статье 64. Перемена национальной принадлежности или восстановление абхазской национальной принадлежности. Часть первая изложить в следующей редакции. Граждане Республики Абхазия, лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Абхазия, считающие себя абхазами, и этнические абхазы, в скобках абаза, прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов, абаза, в результате русско-кавказской, русско-турецких войн и других событий XIX-XX веков, имеют право восстановления абхазской принадлежности. Ну и дальше перемена национальности по желанию гражданина Республики Абхазия и лиц без гражданства допускается по достижении 18-летнего возраста. Хотелось бы знать, все ли принятые поправки или какая-то их часть может привести нас к национальной катастрофе. Может, имеется в виду формулировка «лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Абхазия, считающие себя абхазами», в котором речь идет о репрессированных в конце 30-х, 40-х годов абхазской части населения Галского района, и о их потомках, часть из которых еще сохраняет свое национальное самосознание и просят нас дать им возможность восстановить абхазскую национальную принадлежность. Но у нас же тут же находятся люди, категорически выступающие против возвращения их в прежнее абхазское лоно. Подумайте, кому это выгодно, в чью мельницу воду подают. Эта позиция полностью совпадает с грузинской позицией страны, которая репрессировала часть нашего народа. Надарай Тимур, выступая на телевидении, он также заявил, что похоже, во мне речь идет, похоже, что спикер находится под влиянием НПОшников. Да, язык, конечно, без костей, и должна управлять голова и совесть человека. Ведь нас в стране многих знают, кто чего стоит, кто чем занимается. Можно было бы говорить о его послевоенной бурной деятельности в бизнесе и в деятельности в качестве главы администрации города Галского района, а также о источнике дохода. Но это не очень пристойное занятие. Я не верю людям, кто блефует, бьет в грудь, выдает себя спасителем нации и рвется к президентскому креслу. Я хочу обратиться к народу с просьбой более активно анализировать процессы происходящие в стране, отстаивать, оберегать основополагающие для развития страны и народа ценности. Мы после принятия законов имеем 5-6 дней для того, чтобы отредактировать, исправить, внести исправления, привести его в соответствующую форму, обычно как это законы оформляют. Иначе до сих пор у нас еще это время есть, но кто-то кому-то передал, и Тимур как раз говорил о каком-то из каких-то вариантов, которые мы уже сами не помним. Но кто мне может сказать, какое мы такое преступление сделали, понимая эти поправки? Ведь мечта говорить на родном языке, мечта обучаться в абхазских школах на родном языке, мечта жить в независимом государстве и в других благах всегда носились с собой и боролись за это наши лучшие представители нашего народа. Жители Гала, они коренные, корнями они находятся здесь, они здесь родились, их отцы, дети и прошлые. Еще уже месяцев 7-8 я о этих списках слышал еще при президенте Хаджимба, но положили сюда в парламент по Гальскому району около 6400
заявлений, и соответствующими документами и с сопровождением письма главы администрации Галицкого района. В Карачинском районе там, значит, 2500 человек изъявили желание, просят предоставить возможность восстановления своей национальной, абхазской национальной принадлежности. Вот. И что люди обращаются, мы не знаем, что сказать. Мы говорим нет. То мы осуждали Грузинию и Грузию, что их в течение года или полгода ассимилировали, то есть поменяли их национальную принадлежность и фамилии. А тут мы уже видели, мы уже не хотим, оказывается, они как-то по-другому думают. Вы представляете, вот, главное, что делать, на что делает кто против. Вот они, граждане Грузии, и да, пусть они сложат свое гражданство там и принесут соответствующие документы, тогда, пожалуйста. Это невозможно. Это невозможно. В Грузии никогда, если что-то страшное не сотворить, но нельзя с такой документ не отметить гражданство своих граждан. Это мы должны все это знать, это очевидно. Человек письменно говорит о том, что он отказывается от грузинского гражданства. Письменно делает заявление. И при наличии паспорта он паспорт сдает, паспорт, если вы да. И что еще можно было делать? Если он участвовал в войне против нас, то для этого есть у нас службы, пусть проверяют. Если такое есть, конечно, ему будет закрыта дорога. Если, скажем, замешан в каких-то других грехах, тоже есть соответствующие у нас службы, пусть это изучают. Есть такие вопросы, которые говорят, вот как определить, что он происхождение абхаз, по каким критериям? Просто мы не читаем, мы мало читаем, мы не читаем работы своих ученых. Это Коправа, Ревиот Коправа, известный академик, это Шалва Денисович Иналып, известный академик, и это и другие авторы, в том числе ваш покорный слуга и так далее. Это все фамилии известны, это списки бывших абхазов, вообще в церковных этих списках они сохраняются. Там нет проблемы. У нас, еще раз говорю, есть книги, где вот все это расписано. И школа шот, Галар район, а паспорт зазвичай им беше айти, зазвичай гонул хайко шахатна уси يقضيت حقوق الشغل باسبورت يشنا رتريالي عند كار رجال خرطالام كوا حاجة رجال خرطال زمان كوا زيجين شعبه وصلنا لكريتيريا كواحد شوية حاول جبت حبس يضحك الله واحد وصلنا يحزوبس يصحى حوا عشتك يحصل زبشوا نرجع نعدر يرلا حقيقة يشمل حصل هو حقيقة حصل يعني عليها حطوا ده كواش كوش واحد يطلع حبسوا بس خزب خزوا وش كنا سكوت تبغى يطلع رميلات نشوف خارجوا автоматически гражданство ровой. Что проходами, закон захвали ровой. А басала, аки, да, а вы же, это птик из кто птик, и да бьёк как посел. Один циграку, Ферешкуяна гома, а горанда хацана варашен зиквила, абсашоп, я хапсахат тохоп и кулап. Ерабри есть хапказарочки, рыбжик, алф. Избавься сырые, аре опять джука, иртахо, бриб ханявши, джука, иртахо, вы изазом, картула пе, тулуира, ремазер, терпенция, ролларцы, и выпшима привилегиях ремазерцы, и абсоги ремазер на своим, просто аяла цот на аяла свои. Вот сегодня, иртахома, арахачу, губсыкала, ажахалзиева, с паспорт сейчас зовут. Самое главное, что когда мы принимали в первом чтении, был большой спор по поводу ценза депутатов, чтобы как-то повысить возрастной ценз.
и о государственном языке. И вокруг того и этого было много споров. Наши депутаты предложили, в крайнем случае мы согласны его принять, если оно войдет в силу в 2027 году. То есть после того, как закончится время этого шестого созыва, после этого они еще выдвигаются новый созыв. И 5 лет здесь просидят еще, и 7 лет, так ведет 7 лет, они уже не собираются больше баллотироваться. Это их устраивало. Мы долго спорили. Именно не кто-нибудь, это не армяне, не русские, кто-то, а это абхазцы, которые кто-то владеет языком, кто-то не владеет языком. Они наставили, исходя из собственных интересов, абсолютно собственных интересов. Теперь некоторые говорят, что вот лица не абхазской национальности, им трудно усвоить и знают там абхазского языка, и создадим им помехи, там все такое. Есть такие разговоры в обществе и здесь тоже. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, этот закон, по каждому пункту в законе о государственном языке было отведено время, когда, какая статья войдет в силу. Да. Теперь, еще до войны во многих уже школах Абхазии абхазский язык проходили как предмет. А после окончания войны во всех школах Абхазии с тех пор проходит уже скоро 30 лет, изучают абхазский язык. Я знаю, что армянские дети с большим интересом занимаются на этих уроках. Я знаю, что русские дети очень заинтересованно тоже усваивают этот язык. Все наши дети, граждане Абхазии, изучают абхазский язык. Но когда язык не востребован, когда абхазцы относятся, как относятся к своему языку, тогда, конечно, язык не будет развиваться, не будет иметь применения, он не будет востребован. До сих пор это положение, конституционное положение, не внесено в закон о выборах депутатов. Положение Конституции, она выше всех других законов, правильно же? Можно было и не вносить это само собой разумеющиеся вещи. Но, когда мы обращались в ЦИК, чтобы как-то учитывалось знание языков, они отвечали нам, что вот нет данного положения в законах о выборах депутатов. Мы решили внести его и в закон о выборах депутатов парламента. Просто я хочу вас спросить, и вообще сам тоже думаю, в каком государстве мира избирают президента, назначают министров, избирают депутатов, не владеющих государственным языком? В каком, скажите, пожалуйста. Это позор вообще, что у нас это вообще обсуждается данный вопрос. Вопросы образования никого не волнует, вопросы языка никого не волнует. Такое состояние долго не может продолжаться. Это не может долго продолжаться. Дорогие вы, наши милые русскоязычные журналисты, прежде всего, вы должны разъяснять нашему народу, всему населению, все как есть, приводить все в порядок, все в соответствии с действительностью, которую мы имеем в Абхазии. Это очень важно, чтобы нам всем двигаться вперед. Правильно. Во-первых, язык – это объединяющее начало. У нас, значит, сейчас наши проживающие в Абхазии русские или армяне, они намного отличаются, скажем, от русских, которые проживают в России, от армян, которые проживают в Армении. Потому что уже идет какое-то, значит, слияние потихонечку, значит, сближение всех наших граждан в языковом плане и в психологическом плане, и отношению к своему государству и так далее. Поэтому эта поправка только пользу всем нам, не только там абхазам и так далее. Мы требуем, мы хотим, так оно и есть, мы должны владеть двумя языками, абхазским и русским языком. И я не могу понять,
того, кто это не понимает.